Параметрическая антенна была разработана группой ученых из разных научных институтов России, Акустического, Таганрогского, Технологического, при участии специалистов МГУ и Института общей физики РАН в рамках выполнения проекта Международного научно-технического центра и передано Сухумскому гидрофизическому институту для испытаний. Это изобретение направлено на прикладное развитие нового акустического метода мониторинга на протяженных трассах. Говоря ненаучным языком, антенна позволит иметь более точные характеристики воды, узнавать ее температуру, структуру течений, их скорость направления. Также устройство позволит выявлять качество воды. Все эти данные необходимы сразу для нескольких госструктур – Министерств здравоохранения, сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций. Но также ученые Гидрофизического института видят перспективу в дистанционном акустическом мониторинге акватории Черного моря. Планируется с использованием этой антенны, когда она будет поставлена в нашей акватории, попробовать связаться с южным берегом Крыма. Это расстояние 650 километров. Рекордное. Для этого эта антенна и рассчитана. Кроме того, есть возможность организовать стационарную трассу с отражением от берега Турции, когда отраженный сигнал будет снова приходить в Крым. Это вторая трасса. Ну а первая наша задача, которая интересна для Абхазии, это создание стационарной трассы между Сухумским мысом и мысом Кадор. История создания данной параметрической антенны берет свое начало в Международном научном центре Москвы, руководителем которого был известный ученый Игорь Гуляев. Создавалась она в рамках работ, связанных с изучением глобального потепления. Однако со временем центр прекратил свое существование, а для уникальной антенны не нашлось места ни в России, ни в странах бывшего Советского Союза, кроме Абхазии. Ученые Академии наук Республики отмечают, что это важное событие. Вот Гидрофизический институт в течение 3-5 лет трудится, создал эту треногу и всю аббревиатуру, которую мы сейчас поставим на дно Черного моря, потому что наша территория именно института, другого места уникальнее у нас нет. Вот мы собираемся работать с этой антенной. Лет 8 назад Россия активно участвовала в международных программах научных. Это было связано с потеплением климата, вы все слышали это. И вот эта система предназначалась для контроля вод, арктических и атлантических вод, течение Гольфстрим, я имею в виду. Она должна была стоять в проливе Фрама, глубоководный пролив. Все события, которые происходят в Гидрофизическом институте, они без всякого сомнения оказывают прямое влияние на тематику и активность исследований в Институте экологии. Сегодняшнее событие очень знаменательное. Во-первых, оно, с одной стороны, свидетельствует о том, что сохранился уникальный коллектив, который способен создавать изделия, технологически соответствующие современному мировому уровню. Данные работы выполняются Сухумским гидрофизическим институтом Академии наук Абхазии в сотрудничестве с научным советом по акустике Российской академии наук при поддержке Российского и Абхазского фонда фундаментальных исследований и предполагают экспериментальную демонстрацию применения развитых принципов дистанционного акустического мониторинга акватории Черного моря. Элеонора Гилаян, Рамо Камке, Абаза ТВ.